Вот мы заезжаем, вот эти тигры охраняют мост на реке Селенга. Вот два тигра. Едем дальше. Это мы уже приближаемся к центру города Улан-Удэ. С левой стороны это Стеколка, Девиска. Да? А вот прямо у нас, вот прямо, это Мать Бурятии, памятник. Вот она на руках держит ходак. Ходак означает гостеприимство жителей города Улан-Удэ. Они говорят: мы вас любим, мы вас уважаем, мы вас ценим, мы благодарны, что вы приехали к нам в гости. А в правой руке у нее пиала. В пиале, как правило, это была белая пища, молоко или еще что-то такое. Вот угощает. Вот эта стройная женщина означает гостеприимство города Улан-Удэ. Называется Мать Бурятия. Так, я уже говорил, с левой стороны Стеколка, Девиска. Прямо мы смещаемся в сторону центра города. Вот это улица Барсоева. Барсоев — это генерал-майор, герой Советского Союза, легендарный человек. Вот в честь него названа улица. С левой стороны это железная дорога, а с правой стороны жилые дома. И вот мы вот там вдалеке снова памятник. Его видно, не видно. Оно называется «Молодость». Юность Бурятии, извините. Юность Бурятии. Сейчас мы ближе подъедем. Там на коне сидит молодой человек. В левой руке он держит лук, а в правой руке мы сейчас посмотрим, что он держит. Я не помню, но что-то он держит. Вот это молодость Бурятии. Он держит сокола. Сокола держит. Вот это памятник молодость Бурятии. Барсоева уходит влево, вправо улица Смолина. Смолина — это в честь революционера был Смолин. В годы Великой Отечественной, то есть в годы Гражданской войны в 19 году, так это 100 лет назад, был здесь Смолин, такой большевик, который устанавливал советскую власть, значит, в городе Улан-Удэ. Вот с правой с правой стороны река Селенга, с левой жилые дома. Мы сейчас будем поворачивать налево, на перекрестке. Мы уже там до площади, до центральной площади Советов города Улан-Удэ осталось метров 500. Это вот если прямо ехать туда, получится старый город Улан-Удэ, деревянный. А с левой стороны мы попадаем тоже старый город, время постройки 30-е, 40-е года. Вот где как бы такая сталинская архитектура. Будет монументальные здания. Я не знаю, как это стиль называют. Рококо или еще что-то. Я вот не знаю. Скорее всего, вот этот сталинский стиль 30-х годов, это такая советская архитектура. Большие окна, 2,5 метра высотой. Высокие потолки 3,5-4 метра. Вот так приблизительно вот такие здания стоят. И вся, значит, здесь власть находится на площади Советов. Это народный хурал, то есть законодательная власть, где сидят депутаты хурала, это то есть депутаты законодательной власти. С левой стороны это, значит, в книгу рекордов Гиннесса это самая большая голова Владимира Владимировича Ленина. Площадь называется Площадь Советов. С правой стороны это геологоуправление, а вот чуть дальше, вот ниже, это оперный театр, который был построен в 1947 году, началось, закончилось в 1952 году. 5 лет строилось. А вот там вот за автобусом не видно, потом увидите, памятник Сахьянова. Это народная артистка СССР. Это самая знаменитая, одна из самых знаменитых балерин Советского Союза. То есть она и оперный театр прославила. Вот сейчас он отъедет, увидит. Вот эта площадь, да, красивая. Вот этот театр. Он на весь мир знаменитый театр оперы и балета. Вот прямо у нас, значит, находится дворец бракосочетания, где здесь
свадьбы происходят на площади. Левее это филармония, а дальше гостиница «Байкал». Вот мы заезжаем на эту улицу и рассказываем дальше. Вот этот Хурал, где сидит глава, значит, республики Бурятия, Цыденов. Мы находимся, это центр ПВЗ. Площадь Славы. С левой стороны площадь Славы. Ну, вы знаете, да, ПВЗ это паровозно-вагонный завод, который, он и правда сейчас существует, ну как бы-то уже наладан дышит, но существует. Вот здесь, как бы-то сказать, все дома были построены для работников этого завода. Вот. Ну и, соответственно, улица Октябрьская. Параллельно выше идет улица Комсомольская. Город Улан-Удэ построен лучами. И как бы-то микрорайоны, улицы, они сходятся в центр города, к центру города. Ну, сейчас осень, как бы-то здесь не так уж красиво, летом цветет, зелени маленечко есть. Вот с правой стороны это место, где арестовали Игоря Коношанова, автобус, вот здесь. Вот здесь люди съехались, вот здесь как раз здесь его арестовывали, вот здесь, когда забирали «Газель», вот здесь мы все наехали, приехали. Вот происходило, то есть от чего началось протестное настроение в городе Улан-Удэ. Вот с этого места. С правой стороны ФСК, где проходят, значит, все спортивные события. И вот когда был чемпионат мира по женскому боксу, за Хараева, за освобождение политзаключенных, за Хараева, все протестные люди там прямо стояли и снимали с плакатами, то есть показывая всему миру, какие беспорядки творятся в городе Улан-Удэ. Вот мы сейчас прямо это туда в центр едем, мы вправо уезжаем, уходим вправо. В Улан-Удэ очень много кафе. Давай, Дима, про кафе рассказывай. В Улан-Удэ очень много кафе, буквально через 200-500 метров кафе, где, ну, они называются позные, по бурятскому национальному, значит, обычаю. Почему позные? Они не позные, они бузные. Бузы – это такое, значит, большая пельмень, кто не знает, значит, сварена на пару. Вкусные такие вещи. Да, она еще больше кинкаль получается. Ну, и поэтому супы различные, бухлер, там, как Высоцкий говорил в фильме «Место встречи не изменить нельзя», он говорил, как я говорил этому, он говорил, вот он, Шарапову. Эх, Шарапов, сейчас бы супчика, да, с пастрашками. Мы сегодня с Димой, когда ели, мы вспоминали вот этот кадр с этого фильма. Ну, вот так как-то. Здесь в Улан-Удэ почему очень много, значит, бузных и прочее, что люди практически некоторые даже домой не ходят обедать, там, порядка за 120, за 150 рублей можно пообедать в Улан-Удэ. Сытно, вкусно, недорого, то есть нормально. Вот этим город знаменит. Все, уходим налево, опять. Вот эта улица, если по ней спускаться, мы попадем на железнодорожный вокзал. Это уже территория, так, в местном, как бы там микрорайончик, это называется Шишковка. Едем по Шишковке. Ну, здесь также находятся дома, где люди проживают. Практически сейчас в Улан-Удэ нету промышленных зданий, фабрик, заводов, все позакрывалось. Практически, кроме авиазавода и еще одного-двух предприятий, одного-двух-трех предприятий не работает, практически ничего. Как живет город, за счет чего живет, непонятно. Город, получается, живет торговлей. Да, торговля, и город находится сейчас в экономической оккупации Китая.